Косарева Зинаида Ильинична, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент АГУ. Родилась в 1939 году в Орловской области. В 1959 году окончила Киласурский сельскохозяйственный техникум. С 1960 года работала на Сухумской опытной станции эфиромасличных культур. В 1966 году закончила Сухумский институт субтропического хозяйства. В 1967 году поступила в аспирантуру по специальности цитология. Диссертационную работу защитила в 1979 году. После аспирантуры работала на кафедре селекции герани, базилика и эвкалипта. С 1980 по 1992 год была руководителем научно-исследовательской работы по выведению высокомасличного константного сорта эвкалипта. За эти годы создан и изучен богатый исходный материал для селекции эвкалипта. Был выделен из популяции эвкалипта высокомасличный видообразец, который в 1991-1992 годах проходит станционное конкурсное испытание и производственное испытание на Дранском и Уарчинском участке экспериментального хозяйства Сухумской опытной станции эфиромасличных культур. С 1994 года Косарева работает в АГУ на агроинженерном факультете. С 1997 по 2011 годы зав. Кафедры агрономии. В 2011 году была награждена орденом Ахтябша третьей степени за плодотворную и долголетнюю деятельность в научно-исследовательской преподавательской работе и в развитии сельского хозяйства. Зинаида Косарева – автор многих научных публикаций. Насколько мне известно, эфиромасличные растения в большинстве своем произрастают в тропиках и субтропиках. Как много их в Абхазии? В Абхазии не представлено столько видов, как на родине. Например, на родине герань 300 видов, у нас где-то 20 видов, может быть, всего было, и то использовались только в научных целях. Потом эвкалипт, где-то 500 видов в Австралии, у нас более 20 видов здесь не будет в Абхазии, потому что там, значит, присутствует и морозостойкость, там не стоит вопрос, у нас морозостойкость, потом высота растений, в зависимости от почв, там растут высокоствольные, у нас достаточно высокоствольные. У нас немало эфиромасличных растений, достаточно, но значительно меньше, чем на родине. Но хоть один десяток вы можете перечислить? Ну, например, по герани их десяток видов найдется, с которыми велась научная работа, селекционная работа научная. И на основе этого получены уже гибриды высокомасличные. Например, пеларгониум радуле, пеларгониум капитатум – это виды, которые используются в гибридизации для получения высокомасличных сортов. Но мандарин, апельсин, лимон, они тоже относятся к эфиромасличным? Они в производстве, назначение их как плодовые культуры, субтропические плодовые культуры, не эфиромасличные. Их можно использовать частично в каких-то научных целях, но для производства они пока не использовались. Насколько производство синтетических душистых веществ вытесняет сферу применения естественных эфирных масел? Сфера постепенно уменьшается, потому что уменьшается натуральные эфирные масла, уменьшается производство эфирных масел. А синтетические эфирные масла действительно в большом количестве, но они никогда не приравнятся к продукции косметической или парфюмерной, которые приготовлены на натуральных эфирных маслах. Это в научной литературе, это в учебной литературе, везде подчеркивается значение натуральных эфирных масел в парфюмерии. Скажите, Абхазия должна вновь занять свою нишу по переработке эфиромасличных растений? Обязательно. Нужны эфиромасличные заводы, которые прежде были по Абхазии. Где-то в каждом районе было по одному заводу, перерабатывались герань, базилик, затем лавр, эвкалипт. Это все было, и эти заводы разрушены вследствие войны. Обязательно нужно создавать перерабатывающие мощности. Спасибо большое. И снова кафедра. Лекции на абхазском телевидении. Говорят, что в древности Клеопатра
применяла ароматные притирания из пахучих трав. А позже пристрастие к благовониям проявляли византийцы. Достоверно известно, что императрица Зоя сама изготовляла ароматные всякие, настойки. У византийцев в качестве подарка благовония очень ценились. Известно, что один византийский вельможа в подарок послал своему другу более 100 флаконов. О растениях, которые содержат некие пахучие вещества и эфирные масла, лекцию читает Косарева Зинаида Ильинична, исполняющая обязанности заведующая кафедрой агрономии агроинженерного факультета нашего университета, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. Пожалуйста. Тема нашей лекции – выведение новых сортов технических культур. Потому я говорю вам сейчас, что такое входит в курс технические культуры. Значит, входят эфиромасличные, жиромасличные, предельные культуры и древесные культуры: бамбук, гутоперчивое дерево, пробковый дуб и некоторые другие культуры. Значит, группа эфиромасличных растений. Вы слышали герань, наверное, такое растение слышали? Герань, базилик евгенольный сюда входит. Эфиромасличная группа самая распространенная среди вот этих классификаций. Туда объединяет растения, которые эфирное масло содержат во всей надземной массе, зеленой массе, в листьях, побегах, цветах и в основном листьях. Затем идет вторая группа жиромасличная. Сюда относится тунг. Вот у нас есть тунг, распространен он очень был в Гулическом районе и Очимчирском районе. Тунг относится, к этой же группе относится лаковое дерево, мыльное, сальное, восковое дерево. Это все группа жиромасличных растений. Затем группа предельных растений. Непредельные растения мы знаем коноплю, лен, но у нас выделяется группа субтропических предельных растений. Например, новозеландский лен. Ну, 4-й курс, это я только буду еще читать эту лекцию. Новозеландский лен, драцена, затем юка, агава – это все предельные культуры, субтропические предельные культуры. Затем в группу предельных подразделяется эта группа растений на листоволокнистые и лубоволокнистые. Листоволокнистые содержат волокно, предельное волокно в листьях. Лубоволокнистые содержат в стебле. Ну, например, конопля содержит в стебле. Ленная субтропическая культура – это средней полосы, российское растение. А у нас есть субтропические листоволокнистые, новозеландский лен, затем драцена, агава – это все листоволокнистые растения. Юку, знаете, вот осенью цветет огромными белыми соцветиями в виде елки. Это юка. Теперь субтропические древесные культуры. Бамбук, пробковый дуб. Вот бамбуки у нас очень распространены. Родина бамбука – и Индия, Китай, Индонезия. Вообще на родине 600 видов существует. А у нас в основном распространены 4 вида, которые относятся к роду филостахис. 9 родов, но у нас один распространен, произрастает филостахис, который, значит, там 4 вида. Род заза, арундинария, бамбуза, филостахис – это вот как раз распространенный у нас. А всего у нас насчитывается в Абхазии, произрастает 30 видов бамбуков. И здесь имеются даже различные сорта бамбука. Китайский мадаки, мосо, черный бамбук, зелено-голубой бамбук, ханчико. Это все сорта бамбука. Я вам более подробно расскажу об эфиромасличных растениях, которые у нас имели промышленное значение. Например, культура герани. Эта культура у нас появилась в одной из чайных, история такова, что в одной из чайных города Сухуми появилось растение в горшечной культуре. И ученые обратили внимание, оказалось, что это розовая герань.
И так как советское государство только развивалось, парфюмерная промышленность должна была развиваться, особое внимание уделили этой культуре, и так как она размножается вегетативно, быстро она не могла пойти в производство, потому что быстро можно размножить культуру, которая размножается семенами. А вегетативное размножение, она размножается черенками. С одного растения, в среднем можно взять 10 черенков, потом укореняется где-то 50% укоренения, очень медленно идет процесс размножения. Но все усилия были правительства направлены на то, чтобы быстро ввести эту культуру в производство. И в Гагровском районе был организован совхоз «Третий интернационал». И в 1933 году там уже было 750 гектаров. А в 1939 было 1000 гектаров по Абхазии. Герань розовая. Герань розовая, эфирное масло содержит в листьях. Масло имеет запах розы, потому эта культура названа розовой геранью. Не по цвету, а по запаху. Некоторые ошибаются, даже люди, которые уже вроде бы знают из сельского хозяйства. Там в переводе на абхазский язык так в одном учебнике было красная герань. Но это неправильно, потому что по запаху, не по цвету, а по запаху идет название розовой герани. Значит, в 1939 году уже было 1000 гектаров. Эта культура дает большой урожай. Эфирное масло получаем из надземной зеленой массы, из соседней части зеленой массы, то, что развивается зеленая масса. Со всего куста получаем эфирное масло. Урожайность где-то высокая, очень высокая, 20-40 тонн с гектара можно получить урожай. Но эфирно-масличные растения характеризуются тем, что там важно не количество зелени, а важно получение эфирного масла. Вот, значит, складывается, определяется, есть такой термин для эфиромасличных растений – продуктивность или сбор эфирного масла. Продуктивность определяется количеством зеленой массы умноженное на выход эфирного масла. Например, значит, розовая герань – 40 тонн с гектара. Это большая урожайность, 40 тонн с гектара, но выход эфирного масла 0,1%. Это значит, мы с тонны зелени получаем только 1 килограмм. И потому перед учеными поставлена была задача вывести высокомасличные сорта. Но чтобы вывести высокомасличные сорта, для селекционера нужно создать базу, на основе чего будет выведен новый сорт. И для этого родина розовой герани – Южная Африка. И для того, чтобы создать этот исходный материал для селекции, первый питомник, коллекционный питомник, идет исходный материал. В исходный материал по всем культурам, не только по герани, привлекаются дикие формы. Но диких форм у нас не может быть, потому что у нас родина герани в Южной Африке. У нас нет диких форм. Значит, мы интродуцировали из-за границы, из-за различных ботанических садов мира, интродуцировали разные виды герани. И создали коллекцию, которая состояла из различных видов и гибридов, которые были уже до этого в производстве. Первым сортом был как раз розовая герань. Большая работа была проведена, и где-то сразу, первые работы по эфиромасличным работам были начаты с Абхазской опытной станции, сельскохозяйственной опытной станции в 1928 году. Затем селекцией герани занялись Агудзера, Всесоюзный институт растениеводства. Это филиал Всесоюзного института растениеводства. Агрономы знают, это я всем повторяю много раз, что это филиал Всесоюзного института растениеводства, который находится в Ленинграде, сейчас Санкт-Петербург. И создал эту коллекцию Вавилов. По всем растениям, Вавилов по всему миру ездил, собирал растения и таким образом создал коллекцию всех сельскохозяйственных растений, которые были тогда в природе, в мире. Опытная станция Агудзерская, селекционная, так называемая, тоже какую-то работу провела, но когда работы были уже, в производство пошла розовая герань, и работы расширились, была организована опытная станция эфиромасличных культур, которая находится в Багмаране. Вы знаете, многие, первый курс уже там
будут на практике, остальные курсы уже все были на практике. 4-й курс был и в АГУ. Опытная станция, между прочим, чтобы вы знали, как вы являетесь студентами АГУ, чтобы знали, что раньше было здесь несколько опытных станций. Эфиромасличная опытная станция, табачная опытная станция, защиты растений, еще были станции. И после войны объединили все опытные станции и образовали научно-исследовательский институт сельского хозяйства Академии наук Абхазии. Состоит, значит, вся работа координирована, и директор этой опытной станции Айва Люсик Янкович. Работы ведутся вместе с учреждениями, научно-исследовательским учреждением России. Много там сортов привозят оттуда, из России, с селекционных станций, овощных опытных станций. С Тимирязевской академией поддерживается связь. И здесь уже потом изучается для наших условий, какие сорта подходят для наших. Например, на опытной станции в Агудзыры привозят сорта, полученные из московских селекционных опытных станций. И привозят несколько видов сортов. Томата, огурца, что еще, перец болгарский, баклажан. Но в наших условиях они все не идут. Это испытывается в наших условиях, потом рекомендуется уже для внедрения в Абхазии, уже рекомендуются сорта, которые изучены, и потом уже можно выращивать в наших условиях, что дает большой... Потому что субтропический климат у нас, там другой климат, средняя полоса, более суровый климат, там другие культуры, другие сорта идут, дают эффект. Ну, также по всем нашим сортам, которые с эфиромасличным, к эфиромасличным вернемся. Первый сорт, значит, я сказала, розовый герань. Для того, чтобы вести селекцию, исходный материал был создан, были интродуцированы, вы знаете термин интродукция, это завоз нас других видов растений, которые не произрастают, наших родов видов, которые не произрастают у нас в Абхазии. Потому это называется процесс завоза новых видов сортов, это интродукция. Интродуцировали из различных ботанических садов мира, и потом уже началась селекционная работа по герани. Значит, чтобы вывести сорт, нужно иметь родительские формы, которые будут обладать теми признаками. Например, нам нужна высокая урожайность. Значит, один из родителей должен иметь высокую урожайность, другой – высокий выход эфирного масла. Вот в коллекции на опытной станции были такие виды, например, пеларгониум радуля. Да, розовая герань называется пеларгониум розеум. Но другие виды, значит, пеларгониум радуля, капитатум, занали, кверцифолиум, доротиссимо, такие виды были на опытной станции, и с ними проводили работы. Некоторые виды имели неприятный запах. В основном многие виды имели запах мяты, ментонный. Это парфюмерами бракуются. Такие виды, такие масла парфюмеры отправляют назад. Для изготовления высшей парфюмерии это не годится. А перед селекционерами стояла задача получить высокомасличный сорт и с хорошим запахом. Вот такие комбинации различные. Объединялись родительские формы и нашли, что наилучшее сочетание, наилучшие гибриды получаются при скрещивании пеларгониум розеум, пеларгониум радуля и пеларгониум капитатум. Пеларгониум радуля имеет высокий выход эфирного масла, но содержит ментон, как раз ментонный запах, который бракуется. А пеларгониум капитатум имеет небольшой выход эфирного масла, но дает гибриды, которые там тоже нужно выявить. Там получается пестрое потомство при половом размножении. Там могут быть и низкомасличные, в потомстве мы можем получить, и низкомасличный, высокий запах, аромат приятный, неприятный. Значит, задача селекционера была определить сразу вот на органолептическая оценка, это определение качества по запаху, по аромату. Сразу выбраковываются те, которые имеют мятный запах, чтобы дальше не выращивать их, не портить, не затраты какие-то не увеличивать. Сразу бракуются те, которые имеют запах мяты. А потом изучается, получили мы скрещивание, провели пеларгониум радуля с пеларгониум капитатум, получили гибрид. Но этот гибрид не удовлетворял всем требованиям селекции, и потому этот гибрид еще раз скрестили опылили
пеларгониум радули, которая имела неприятный, но высокий выход эфирного масла. И получили, первый гибрид был гибрид номер 24. Выход эфирного масла 2,5 раза больше, чем розовая. Но урожайность была меньше. Розовая имеет форму куста стелящуюся форму, а для механизированной обработки требуются кусты, которые будут иметь прямостоящую форму. Вот 24-й как раз удовлетворял этим требованиям, но урожайность была несколько ниже, чем розовая, потому селекция продолжилась, и были получены затем гибриды номер 5. Номер 5 тоже был, какие-то имел недостатки, урожайность была не очень высокая. Хотя выход эфирного масла, укореняемость была плохая, так как размножается черенками, там важно было, чтобы укореняемость черенков была высокая. Дальнейшая работа, можно проводить, скрещивать, ускорить селекционный процесс, если скрещивать не разные виды, а разные сорта. Вот провели скрещивание номер 24 с номер 5 и получили гибрид номер 7, у которой выход эфирного масла был уже в 4-5 раз больше, чем у розовой герани. Урожайность была немного ниже, у всех высокомасличных несколько ниже, но за счет того, что там выход эфирного масла, если мы имеем с тонны зелени 1 килограмм, с гектара 40 килограмм, например, у розовой герани урожайность, мы получим только 40 килограмм, если переработаем эту зеленую массу. А у гибрида номер 7 урожайность 30 тонн с гектара. Но с 1 тонны мы получаем выход эфирного масла 0,4. Мы получим уже не 1 килограмм, а 4 килограмма. 4 килограмма на урожайность умножить на 30, например, получим 120 килограмм уже с высокомасличных сортов. Ну, правильно я считаю? Посчитайте. Получим с тонны зелени 4 килограмма, а 30 тонн урожайность. Значит, 120 килограмм. Для эфиромасличных важно тоже определить компонентный состав эфирного масла. Я говорю, что там разные гибриды, получаемые скрещивания, которые пахнут благоприятный, хороший аромат или неприятный аромат. Потому здесь биохимики работали, очень хорошо была поставлена работа на эфиромасличной станции, лаборатории биохимии. Определяли компонентный состав эфирного масла. Что входит? В состав эфирного масла розовой герани входят основные компоненты: цитронилол, гераниол. Это спирты. А кроме того, там еще имеются эфиры, геранилоцетал, ацетат и так далее. И биохимики провели такую работу, что определяли, если сорт уже имеет высокий выход эфирного масла, хороший урожай, то уже проводят химический анализ эфирного масла и определяет, какие компоненты в каком количестве входят в состав эфирного. Но кроме того, что работают здесь биохимики, эти масла определялись также в Москве, Всесоюзный институт душистых веществ был, НИИС НДВ. Там определяли качество масла. Если они давали оценку хорошую или отличную, то этот гибрид шел дальше в производство. Это по герани. Значит, в наших условиях эфиромасличные культуры экономически очень выгодны. И каждая работа, которая проводится, научная работа или дипломная работа студентов, определяется экономическая эффективность, определяется прибыль, рентабельность, там много показателей, но в конце концов мы выходим на рентабельность и на экономическую эффективность. Значит, я вам скажу для интереса, это вам интересно будет, сколько стоит 1 килограмм эфирного масла герани. Данные интернета современные, данные не старые. Раньше герань стоила 300 рублей килограмм. Новые цены, сейчас там особенно такое внимание уделяют парфюмерии. И по интернету, по новым данным, мировая цена 9 тысяч рублей. 1 килограмм эфирного масла. Очень выгодно, возделывать эфиромасличные культуры. Вот у меня есть рентабельность. Сбор эфирного масла у гибрида номер 7 где-то составляет с гектара, мы сказали, 120 килограмм. 120, пусть будет 100.
Значит, мы можем получить, если 100 килограмм умножим на 9 тысяч, это 540 тысяч, да? Сдавать зелень, последние цены были 700 рублей за тонну зелени. Невыгодно. Выгоднее получить масло на эфиромасличном заводе, а потом это масло реализовать, продать уже за 1 килограмм 9 тысяч рублей. Понятно? Значит, выгоднее всего на месте уже довести этот процесс получения эфирного масла до конца. Зеленью невыгодно. Вот уже опыт такой был, уже невыгодно зелень сдавать. А выгодно получить уже эфирное масло. И уже после войны уже многие приезжали в Абхазию, чтобы получить продукцию в виде эфирного масла. Но не было у нас. Да, у нас эту культуру знают наши районы, например, Гулерибский район, герань возделывалась, Ачимчирский район, Гальский район тоже был завод там эфиромасличный. Но все эти мощности после войны разукомплектованы, пришли в негодность. Люди хотят выращивать эфиромасличные культуры, но перерабатывать надо, довести до масла. Вот на этом стоит как раз вопрос, чтобы пошло производство, расширилось и пошли эти культуры производства. Вот, например, Ачимчирский завод, район, просит, у нас они раньше выращивали базилики в генольной легче, чем герань. Герань размножается, вот вам не сказала, что герань размножается вегетативно. Значит, для черенки надо сохранить в зимнее время, осеннее, зимнее, раннее весеннее время, в парниках и теплицах. Это стоит, уход в это время за растениями стоит очень дорого. И потому саженец тоже оценивается дорого. И затраты идут больше на это. И ачимчирские крестьяне хотят выращивать, но опытная станция тоже может дать посадочный материал, вырастить. Но нет заводов. Вот зачем остановка. На каждом каком-то совещании я стараюсь за эфиромасличные растения как-то сказать, что экономически выгодные, рентабельные и так далее. Но пока с места не двигается это. Помимо герани, вот, значит, у нас основные культуры, которые... Бабушевский завод рядом у нас есть, это Гулерибский район. Там перерабатывалась герань, базилики в генольной. А потом в зимнее время, когда эти культуры уже уходят с поля, лавр благородный, эвкалипт, вот эти две культуры. Многолетние культуры, их как раз убирают зимой. Урожай это не страдает растения от этого. Потому что эфиромасличные культуры, например, герань, если она не требует изгороди от животных, животные не поедают герань, потому что эфирные масла несъедобны, дают горечь зелени. Не надо загораживать ничего. Но как только наступает похолодание, низкие температуры, масло теряется. Вот пока ученые не пришли к заключению, почему? Как запасные питательные вещества или какой-то химический процесс идет, что масло теряется в это время из зеленой массы, а их надо убрать до 15 октября. А лавр и эвкалипт, они не теряют масло. Их можно перерабатывать в зимнее время. Ясно? Агрономы, сидите передо мной, к вам обращаюсь. Да. Значит, вот эти культуры не теряют выход эфирного масла в зависимости от подготовки. А базилик и герань надо убрать до 15 октября. Потом идет похолодание, и масло можем потерять. Вот, например, если на поле оставить герань, то коровы зайдут и уничтожат все. Уже зелень без масла уже годится для корма скоту. Наши, значит, гибриды, которые пошли в производство, они прошли все оценки. Вот гибриды номер 24, номер 7, юбилейные, душистые, они как раз получили хорошие, или отличные, или оценку хорошо. И они могут идти. Потом по каждой культуре, не только это для эфиромасличных, определяется районирование, в каких районах можно выращивать, а в каких районах уже не идут субтропические культуры. Вот до 200 метров над уровнем моря эфироносы идут. Дальше уже зона высокогорная или холмистая, там уже эфиромасличные не идут. Что интересно еще, вот следующая культура, базилик евгенольный. Сейчас я расскажу подробно, и там тоже выведение сортов есть как раз. Значит, вот здесь мы получили 4 таких сортов перспективных, которые уже внедрены были в производство. В Абхазии было 750 гектаров, где-то это в 87 году, герани. Да.
А базилика еще больше было, потому что базилик в нашей зоне меньше выращивали, потому что эту культуру можно выращивать и в Восточной Грузии, в Таджикистане. Все фермосличные культуры, кроме того, что в Абхазии, они также еще произрастали в Таджикистане, значит, Армении, Молдавии. Вот это район возделывания фермосличных культур, кроме Абхазии. Но лучше всего эфиромасличные культуры чувствуют себя в Абхазии, потому что здесь более влажный, теплый климат. Например, Краснодарский край не может себя выращивать герань. Там более холодный климат. И что интересно еще, что у них культура базилика, вот по базилике я вам скажу, растение, которое у нас в большом количестве и требуется для консервных заводов, без консервы, без базилика, без эвгенола невозможно приготовить. В Краснодарском крае у нас этот первый сорт, что был у нас по базилику, повторюсь еще потом, юбилейный, он был получен в Никитском ботаническом саду, и потом нам дали готовый сорт уже в Абхазию. Прекрасно произрастал до 52-53 года. А потом растение стало сильно страдать и ушло из производства вообще совсем, потому что фузариоз, грибное заболевание, поразило полностью. И сохраняется в почве до 7 лет. Так что мы не могли здесь севооборот применить, потому что у нас нет столько площадей, чтобы через несколько лет менять площади под этой культурой. А в Краснодарском крае эта проблема не стоит. Там 1000 гектаров, можно каждый год менять почву под базилика, но у них стоит проблема получения ранее спелых форм. У них базилик не вызревают семена. У них была проблема получения ранее спелых форм. И кроме того, они не получают такой урожай, как мы здесь получаем. Здесь 1,80 м высота базилика. А там он растет 60-70 сантиметров, не больше. Они не получают такой урожай, потому что другие условия. Вроде бы недалеко, но совершенно... Вот мы ездили, смотрели на эти поля, и естественно, что для них тоже выращивать базилик даже при такой урожайностью выгодно. Но не вызревает, семян не получает. У них была проблема получить ранее спелые формы. Вот такая была там наука. У нас одно направление, а у них другое. У нас получить фузариозоустойчивый сорт. А им фузариозустойчивость не нужна была. Ну вот я, значит, потихоньку перешла к другой важной культуре, оциум гратиссимум или базилик евгенольный. Вот первый сорт, значит, да, почему обратились, значит, к базилику евгенольному? Советское государство, царская Россия покупала, чтобы приготовить какие-то консервы, надо обязательно туда добавить евгенол. Евгенол, значит, он дает, кроме того, что оказывает консервирующее действие, он еще обладает бактерицидным, то есть убивает бактерии, которые дают порчу консервов. Да. И раньше в России покупала бутончики гвоздичного дерева, острова Мадагаскар, Цейлон, это родина, это тропическое растение, вот родина там. Но у нас пытались вырастить, у нас это растение вообще не может произрастать, потому что у нас субтропики, а это гвоздичное дерево, это тропическое растение. У нас не может. Пытались это посадить, вырастить, но не увенчалось это успехом. И потому была поставлена задача перед учеными найти растение в нашей зоне, в зоне Советского Союза, которое содержало бы эфирное масло. Это эфирное масло содержало бы евгенол и в большом количестве. 80% евгенола нужно, чтобы это масло пошло в производство. И большая работа была проведена во всех научных организациях, включая и Россию, и Абхазию. И, значит, первый сорт мы получили из России, это из Ялтинского ботанического сада, а дальше уже для Краснодарского края не нужно было фузариозоустойчивый сорт, фузариозоустойчивый сорт нужен был Абхазии, потому что уже совершенно из производства ушло, только сохранялись эти растения, и коллекция сохранялась на опытной станции фермосличных культур или в НИИ сельского хозяйства, как мы сейчас называем. И
работа была начата где-то с 1980 года, и в 1986 году уже был получен фузариозоустойчивый сорт. Для этого, вот так же, как по культуре герани, был собран весь исходный материал, но родина тоже базилика евгенольна, тоже Южная Африка. И создать надо было исходный материал, где будет или фузариозоустойчивый сорт, и показатели, хозяйственно ценные показатели, это урожайность и выход эфирного масла и компонентный состав, чтобы там был эвгенол. Ну вот получается с 80-го года 26 лет прошло, чтобы мы получили сорт фузариозоустойчивого. Значит, эфиромасличными культурами занимается еще научно-исследовательский институт в Симферополе, всесоюзный, в НИЧИСК, в НИМК, Всесоюзный научно-исследовательский институт эфирно-масличных культур. Вот это была такая головная организация по Союзу. А потом Союз эфирмаслопром уже сверху было. Везде занимались селекцией, и был собран исходный материал. С помощью главного ботанического сада был получен исходный материал в виде семян, саженцев, черенков из различных ботанических садов мира. И из Италии был получен один образец из Палермо, так называемый Оцимум гратисимум, тот же самый вид, но устойчив к фузариозу. И, значит, там какие-то были другие еще показатели. Объединили хозяйственно ценные признаки сорта базилика, который из Палермо, с нашим юбилейным, который у нас еще оставался для работы, и получили фузариозоустойчивый сорт. Но что наглядно, что чтобы сорт получить фузариозоустойчивый, надо было испытать этот сорт на устойчивость к фузариозу. Надо было или вырастить грибы фузариозные и заразить эти растения, новый сорт, или вот такой метод придумал наш, я вам рассказывала, агрономы, автор этого сорта. Он, значит, в парнике, где были пораженные растения, высаживал туда, пораженные фузариозом, он высаживал новые полученные саженцы, которые он рекомендовал как сорт, и получил 100% устойчивый к фузариозу. Келосури-2 назвал он его. Почему Келосури-2? Потому что до этого не один. Потому что до этого были еще другие работы проводились. И проводились скрещивания с разными видами базилика евгенольного. Базилика. Базилика много видов. Вот я вам сейчас скажу, что мы пользуемся огородным базиликом. Оцимум, не гратисимум, а другой вид. Оцимум базиликум. Огородный, что мы в салаты, фиолетовые листики, зеленые листики. Это тоже базилик, но огородный базилик, другой вид. А нам нужно именно гратисимум содержит эвгенол в масле. И был получен, значит, первый гибрид оцимум базилик Келосури-1. Но он не вскоре после даже уже начали внедрять в производство, испытывать его. Значит, там тоже содержался эвгенол, но в незначительном количестве. А вскоре после этого провели, работа продолжалась, и получили Келосури-2. Келосури ушел, не внедряли его в производство. А Келосури-2 пошел в производство, и сейчас все хотят, вот Учемсельский район просит. Даже, вы знаете, как было? Когда еще работал эфиромасличный завод Бабушерский, рассаду это приходилось охранять. Потому что люди хотели, знали, что нет сорта устойчивого, а там на станции эфиромасличной есть. Так что они, значит, потихоньку приходилось сохранить, чтобы они... Сейчас люди просят базилик особенно легко внедрить в производство, потому что он размножается семенами, и за 1-2 года можно размножить на 1000 гектаров базилика евгенольного. Да. И, значит, используется, ну вот я значение... Базилика евгенольного возделывается для получения эфирного масла, которое имеет выход эфирного масла 0,3-0,4% на зелень. Под вкус это совершенно снижается до где идет облиственные уже побеги. Урожай 30 тонн с гектара базилика. Выход эфирного масла 0,4-0,7, потому что зависит, как там на заводе переработают, зависит, в какое время мы уберем урожай. Базилик можно в наших условиях убирать 2 раза. В августе, когда срежешь, да, почти у корневой шейки, идет отрастание. Второй урожай тоже можно получить. И вот люди Ачимчильского района очень просят, хотят этот сорт, но пока вот перерабатывать нигде это пока
не получается внедрить в производство. А так базилик евгенольный меньше затрат, за счет чего? За счет того, что для герани нужны теплицы или парники выращивать в холодное время. А базилик евгенольный размножается семенами, и для него достаточно гряды, которые мы под пленочным укрытием делаем. Не надо отопления. В конце марта, в конце февраля сеют, значит, и до 1 апреля уже все надо посеять. В общем, там не нужны большие затраты, достаточно гряды, укрытые пленочные, значит, вот под дугами, потом пленочное укрытие. Это идет очень быстро, внедряется базилик в производство. Герань медленно, потому что это коэффициент размножения низкий. Но сейчас научно-исследовательский институт проводит такую работу. Сейчас как-то распространено стало использовать регуляторы роста, типа стимулятор, которые способствуют укоренению. Можно, если обработать герань, если плохо укореняется, другие культуры, можно обработать такие вещества, есть индолил уксусная кислота или нафтил масляная кислота, можно получить более высокий процент укоренения. Вот такие работы уже проводятся в НИИ сельского хозяйства. И получаем более высокий процент укоренения. Одновременно и дипломные работы тоже многие посвящены этим вопросам. Использованию регуляторов роста можно получить более высокий процент укоренения, что дает экономический эффект. Цитрусовые тоже дают масло. Но цитрусовые можно получать масло из цветов, из листьев и из кожуры плодов. И в зависимости от того, из каких частей мы получим, мы из цветов получаем нероловое, которое идет для парфюмерии, для косметики. Из листьев получаем пятигреновое в пищевой промышленности. И из кожуры тоже в пищевой промышленности. Вот из цитрусовых тоже можно получать эфирное масло. Интересная работа эвкалипт. Эвкалипты, почему? Потому что у нас везде растут эвкалипты. И хочу, чтобы студенты более или менее знали об этой культуре. Потому что надо знать, какие виды у нас произрастают. Морозостойкие, не морозостойкие, какие морозы выдерживают. Вот, значит, эвкалипты, первые эвкалипты, это тоже интродуцированы. Родина эвкалипта в Австралии. И первые эвкалипты были завезены, высажены здесь, Сухумским ботаническим садом в 1868 году. Потом в парках, где-то вдоль дорог высаживали. А потом, когда стал вопрос о получении, можно использовать не зелень, а эфирные масла, стал вопрос получения, разработать методику выращивания порослевой культуры, чтобы ежегодно можно было урожай собирать. И отрастает потом эвкалипт благодаря тому, что у основания корневой шейки имеется утолщение со спящими почками. Если верхнюю часть срезать, то возобновляются эвкалипты из спящих почек и дают поросль, потому называется порослевая культура. Порослевая культура также идет для лавра благородного. Но для того, чтобы стали уже Кахорский завод, питомник, стали выращивать саженцы для того, чтобы дать хозяйствам и высадить эвкалипты для получения эфирного масла. Но для этого нужно было провести предварительную работу, вот это уже заслуга эфиромасличной станции, собрали коллекцию эвкалиптов. Опять-таки мы привлекали из различных ботанических садов мира. Главный ботанический связь имели с главным ботаническим московским садом. Они запрашивали эти семена, им присылали, мы оплачивали эту работу, и мы получали уже семена, которые мы выращивали здесь на станции, и посадили коллекцию, вот как там на Багмаране есть такая коллекция. И что интересно, что главная работа, чтобы создать порослевую культуру, на основе которой мы получаем эфирное масло, надо было изучить сначала видовой состав и выход эфирного масла и качество эфирного масла. Эвкалипты дают различные эфирные масла в зависимости от вида. Есть лекарственные, те, что содержат циниол. Это, например, сюда относятся эвкалипт виминалис или прутовидный вдоль дорог белые стволы. Потом эвкалипт пепельный или цинерея по латыни, самый морозостойкий. И, значит, глобулус, макартура, вот разные виды. А макартура дает, между прочим, гераниол. Основной компонент макартура, эвкалипта макартура, является гераниол. А гераниол мы получаем из герани.
А можно выращивать, значит, эвкалипт, его легче вырастить, и многолетняя культура, чем ежегодно возделывать герань. Затем есть еще эвкалипт лимонный, очень приятный аромат. И вот этот лимонный эвкалипт много времени станция уделяла, но он не морозостойкий. Он, если небольшие морозы, он погибал. А так в пищевой промышленности лимонный. Значит, циниол – это лекарственный, лимонный – это в пищевой промышленности, а макартура в парфюмерии. Но больше всего требуется циниол для получения различных лекарственных. Все масла, не ошибетесь, если вы скажете, что все эфирные масла используются в парфюмерии, в пищевой промышленности, в технике и пищевая промышленность. Медицина, не забыть. Так, вот используется в этих, но в том одна культура больше в парфюмерии, другая больше в медицине, разные виды или культуры. Одни используются только как лекарственные, другие используются в парфюмерии. И эфирные масла, почему они используются в медицине и так далее? Потому что они обладают бактерицидными свойствами, то есть или антисептическими свойствами. Если мы используем, вот почему стали в консервы гвоздичное масло. Вот, в медицине зубной врач очень знает хорошо масло гвоздичного дерева. Гвоздичное масло они называют. Вот я им после войны приносила, там, если была связь с этим, приносила, оценивали мы, как стоит базиликовое масло, там содержится эвгенол, а эвгенол содержится для зубоврачебной практики. Пасты готовятся, лечат, убивают нервы вот этими. Вот я сейчас скажу, что была разработана методика порослевой культуры и определен вид, который дает больший урожай зеленой массы. И выход эфирного масла – это эвкалипт глобулус. Глобулус. Или называется, по латыни глобус у нас называется шаровидный, по-русски называется. Эвкалипт цинерея самый морозостойкий, выдержит минус 13, минус 14 градусов. Это пепельный. В Сочи какой-то экземпляр были проведены экспедиции, какой-то экземпляр минус 19 выдержал даже. Ну вот у нас стоят эти эвкалипты много лет, в Эквиминалисе тоже прекрасно выдержат. Хочу вам еще сказать об одной культуре. Высшая парфюмерия только в парфюмерной промышленности очень ценится. Жасмин крупноцветный. Ну, студентам я много об этом говорю. Мы ходили на эфиромасличную станцию, я показывала в парниках это растение. Многие не знают, например, что жасмин, настоящий жасмин, относится к семейству маслинных, олеация. А то, что произрастает у нас в горах, чубушник называется правильно, по классификации ботанической, его в народе называют жасмином тоже. Мы знаем, это вот который в горах растет. Нет, там родина настоящего жасмина, который имеет эфирное масло ценное, Индия, а это родина Кавказские горы. Так, вот этот жасмин, самый высший парфюмерии, высшие французские духи, жасмин входит туда и получает его, можно получить путем экстракции. То есть помещают какие-то растворители, которые растворяют эфирные масла, они переходят в раствор, а потом из этого раствора уже извлекают чистые масла. И разработан метод динамической адсорбции для некоторых культур, и уже потом привлекли наши ученые для жасмина. В камеру загружается, продувается через сетки, продувается влажный воздух. Цветы, пока живы, в течение суток продуваются, пока живы, они продолжают синтезировать масло, и таким образом увеличится выход эфирного масла у жасмина крупноцветного. Есть растения, которые эфирное масло содержат в листьях, в побегах, есть в цветах, в семенах, а есть эфиромасличные растения, которые эфирное масло содержат в корнях и корневищах. Это то, что ирис правильно называется по ботанической ирис. Мы здесь называем петушки. Да. Фиолетовые, там несколько видов, фиолетовые, бледные или белые. Вот это все разные виды ириса. Эфирное масло содержится в корневищах у ириса, а у ветиверии эфирное масло содержится в корневой системе. Вот ветиверия у нас была в производстве. В производстве выращивали, в районе Тамыша выращивали, в Гале выращивали. Но ветиверия в наших условиях не идет. У нас тяжелые почвы, а для ветиверии нужны легкие почвы. Потому что корневую систему, масло получается из корневой, чтобы получить корни, освободить от почвы, надо достаточно, чтобы можно было стряхнуть, а не выбирать каждый корешок из глинистой почвы. Потому ветиверия не пошла в производство.
Я бы хотел задать вопрос про базилик. Она однолетняя культура? Это на родине многолетняя, у нас однолетняя, но размножается очень легко. Проблемы нет, чтобы на следующий год заложить плантацию. Выращивается посадочный материал. И на 1 гектар, чтобы вырастить на 1 гектар, достаточно 40 тысяч, если посадить 70 на 35, так выращивает. Но 40 тысяч, но можно эти 40 тысяч вырастить на сколько парников? 2 парника для этого достаточно. 2 гряды – это очень большой, высокий коэффициент размножения. Можно. Приходите на НИИ сельского хозяйства, рассады обеспечат. И вырастет, и только раз надо будет посадить и переработать где-то. Такой вопрос: из каких эфиромасличных культур получают больше высококачественные эфирные масла? Эфирные масла, я говорю, используются в парфюмерии. Самый высококачественный – это жасмин крупноцветный. Жасмин, который у нас на эфиромасличной станции вдоль оранжереи растет. Пристенный парник называется. Я же водила вас, не водила, еще поведу. Да, высшая парфюмерия – это самое ценное эфирное масло у жасмина крупноцветного. При тех ценах, когда 300 рублей платили за килограмм эфирного масла, например, в Герани, масло жасмина крупноцветного стоило 4000 рублей. А сейчас оно стоит, договорные цены, если было масло, можно было говорить, нет масла, чтобы можно было продать его, с кем-то договариваться. Нету этого масла. Парфюмерные фабрики именно хотят жасмин. Вот даже как-то была передача по телевидению, какое, для растения используется для высшей, они не сказали, для изготовления именно одеколонов, духов. Но не сказали, что выше. Ответили жасмин, ответ был жасмин. Но там надо было сказать высшей парфюмерии, потому что готовится еще масла. Например, чистое масло редко используется в композиции с другими маслами, смешиваются. Например, у меня такие сведения, еще старая Красная Москва, 40 компонентов туда входят различных масел, чтобы приготовить духи Красная Москва. А французские духи, там обязательно должен жасмин крупноцветный быть. Легче всего получить эфирное масло с лавра, потому что многолетняя культура, ежегодно или 2 года раз можно обрезку делать, и не страдает ничего, наоборот, улучшается. А стоимость 11 тысяч рублей, потому что требуется для консервных заводов масло лавра. Раньше использовали сухой лист лавра. Сейчас перешли к маслу, потому что меньше емкости занимает, лучше, больше сохраняется, чище. Перешли к эфирному маслу. Используют эфирное масло. И на бабушерах перерабатывали. Конечно, вы больше внимания сегодня уделили герани и базилику, да? Наверное, потому что до войны в Абхазии промышленное производство именно по этим культурам, было, поэтому. Вот скажите, мне интересно все же, не все мы знаем, конечно, хорошо, да, какая у нас была экономика и какое сельское хозяйство до войны, я сейчас этим очень интересуюсь, да? Помимо этих растений, о которых вы сказали, какие еще эфиромасличные растения в Абхазии были объектом промышленного производства? Эвкалипт порослевая культура, и было именно занялись мы селекцией, опытная станция занялась селекцией, а Тамышский совхоззавод Тамышский есть, у них же были заложены уже плантации порослевой культуры эвкалипта, и мы им поставляли такие отобранные уже то, что у нас намечено было на сорт. И сортовоспитания уже проводили некоторые сорта для эвкалипта. Они имели 10 гектаров, уже заложены промышленной плантации порослевой, и планировали в дальнейшем увеличить до 200 гектаров. Такой план был в Тамышском заводе, потому что мы имели связь с ним. Хочу сказать нашей студенческой аудитории, тем более, что здесь у нас сидят ребята, которые обучаются на специальности агрономия. Сегодня вы можете получить теоретическую базу, то есть вы получите знания
А вот завтра уже вы будете, как готовые специалисты, кстати говоря, начать реализовывать конкретные проекты на селе. Вы сами можете начать, как сегодня модно говорить, свое дело. Да, ну, возможно, что к тому времени у государства тоже появится какая-то возможность, чтобы финансировать вот такие хотя бы небольшие проекты сельскохозяйственные. Но с этой точки зрения, мне кажется, что практический смысл самой лекции тоже был очень интересный, очень актуальный, важный вот для вас. Постоянно ставится задача о том, что в Абхазии, особенно в аграрном секторе, вообще нет переработки. Да? Переработки и нет, да. Частью вот этой большой проблемы, переработки сельскохозяйственной продукции может стать вот то, о чем вы сегодня говорили. Это когда названные культуры могут стать предметом или объектом промышленного производства. Я получила колоссальное удовольствие от того, что я окунулась в эту вашу специальную литературу, которую вы должны читать, а не я. Мне так понравилось, что еще Аристотель говорил о том, что у растений нет ощущений, но есть душа. После него, наверное, знаете, был Карл фон Линней, да, который тоже выдающийся ученый, говорил, что растения не лишены чувств и ощущений, то есть души, но они не могут передвигаться. А следующий этап уже другой австрийский ученый Рауль Франце, как же он сказал? Он сказал, что нет, растения, как и человек, они движутся, но они очень медленно, гораздо медленнее, чем человек. И вот очень важно, конечно, каждая культура, каждое растение, о котором мы говорим, которые произрастают в Абхазии, относиться к ним очень с таким проникновением, с каким-то чувством и так далее. И мне кажется, что это первый шаг для того, чтобы вы потом уже к ним, к этим культурам отнеслись практически для жизни, чтобы они вам еще пригодились, и чтобы вы пользу принесли и себе, и государству. Спасибо большое. Это была кафедра.